Ассаламу алейкум всем. Добрый день, уважаемые наши зрители. Тогда сегодня наша тема такая. То есть мы собираемся разобрать все задачки, которые были заданы на городском этапе для восьмиклассников. Первая задачка, которая была задана на Олимпиаде, имела такой вид. То есть с этого уравнения найти переменные x, y и z в натуральных числах. Так как одна часть с переменной нашего уравнения переведен в виде сложной дроби, то нам предстоит также 30 деленное на 7 перенести к такому виду, что имеет 4,2. Еще раз переведем 2 седьмых в этом виде и имеем 4 плюс 1, 7 вторых. То есть отсюда находим 7 вторых, также напишем в виде смешанных чисел, то есть целых и дробной частью, то у нас получится 3 плюс 1 вторая. Отсюда находим x равен 4, y 3, а z у нас равен 2. Переходим к другой задачке. Вторая задачка Олимпиады имела такой вид. То есть нам заданы действительные числа а, б и с. Причем у нас а самое большое число, потом b второе, а самое меньшее число у нас здесь с. Если так, то докажите неравенство а в квадрате b плюс b в квадрате с и плюс с в квадрате а. Все это больше b в квадрате а плюс а в квадрате с плюс с в квадрате с в квадрате b, да. Ну что ж, для того, чтобы решить эту задачку, мы используем обыкновенные свойства неравенств. То есть, если а больше какого-нибудь числа b, то отсюда следует, что их разница, то есть а минус b, всегда должен быть положительным, больше нуля. И используем именно это свойство неравенств и находим. То есть у нас а в квадрате b плюс b в квадрате с плюс с в квадрате а минус вся эта часть, вся правая часть неравенства, то есть b в квадрате а плюс а в квадрате с плюс с в квадрате b. Именно эта разница должна быть положительной, то есть больше нуля. Для этого разложим на множители это выражение и находим, что именно это выражение равняется чему? b минус а, с минус b и что? а минус с. То есть это произведение должно быть больше нуля. Ну, докажем. Вы сами сможете еще раз проверить и разложить наши выражения на множители и привести к такому виду. Я подробно здесь не буду остановиться. Хорошо? Если посмотреть, у нас b меньше а, то есть эта часть отрицательна. Умножим на c минус b. Из-за того, что c также меньше b, у нас эта часть также отрицательна. Потом из-за того, что а больше c, третья часть вот здесь у нас какой? Положительный. Поэтому если умножить две отрицательные числа и одно положительное, у нас получится положительное число. То есть здесь больше нуля. Значит, и мы разобрали и вторую задачку Олимпиады. Хорошо, перейдем к третьей. Третья задачка Олимпиады для восьмиклассников
состояла из уравнения. То есть решите уравнение такого вида, то есть иррациональное. Квадратный корень от 2х плюс 3, ребята, плюс квадратный корень от х плюс 1 равен чему? 2 в квадратном корне 2х в квадрате плюс 5х плюс 3. Плюс 3х минус 16. Минус что? 16. Можно решить эту задачку несколькими методами. Я вам сейчас покажу один из самых немножко легких методов. Хорошо? Ну, для этого сначала поступим так. Значит, откроем или разложим на множители то есть квадратный трехчлен у нас в правой стороне уравнения. Что у нас получится? Напишем левую часть так, как есть. Да? Х плюс 1. Все это равен 2х плюс 3 и х плюс 1. Плюс 3х минус что? 16. Отсюда мы можем написать вот эту часть в таком виде. То есть квадратный корень 2х плюс 3 плюс квадратный корень х плюс 1. Потом мы можем написать 2х плюс 3 в квадрате. То есть у нас в квадрате и плюс удвоение напишем 2 квадратный корень от 2х плюс 3 умноженный на квадратный корень от х плюс 1, да, х плюс 1. Плюс еще квадратный корень от х плюс 1 в квадрате. Потом мы знаем, что из этого квадратных двух корен в квадрате извлекаются 2х плюс 3 и х плюс 1, что дает нам 3х плюс 4, да? Поэтому мы должны еще добавить здесь минус 4, чтобы равенство не нарушилось. Значит, у нас здесь получится минус что? Минус 20. Отсюда теперь мы можем написать наше уравнение в таком виде, да? Квадратный корень 2х плюс 3 плюс квадратный корень от х плюс 1 в квадрате, то есть это часть уравнения, которая дает нам целый квадрат, минус, перенесем эту часть также к другой стороне, у нас получится минус квадратный корень 2х минус плюс 3 плюс квадратный корень от х плюс 1. Еще у нас есть здесь минус 20, равен чему? Равен нулю. Отсюда давайте вводим новые переменные и квадратный корень 2х плюс 3 плюс квадратный корень х плюс 1 обозначим другим переменным, например, t. У нас что получится? Получится очень легкое квадратичное, да, квадратное уравнение. Вот, легко решается это уравнение. Находим дискриминант. У нас дискриминант 81 и t1 у нас равен 1 минус 9 деленное на 2, то есть минус 4, а t2 у нас 5. Да? Значит, поставим в исходное наше выражение в замену. У нас что получится? Мы получим два уравнения. Первое уравнение 2х плюс 3 плюс квадратный корень от х плюс 1 равен минус 4. Второе уравнение у нас, то есть 2х плюс 3 плюс х плюс 1 в квадратном корне равен 5. Первое уравнение, вы знаете, что не имеет значения, так как из квадратного корня извлекаются только положительные числа, а сумма двух положительных чисел никогда не составит отрицательное число.
Продолжим второе уравнение. Для этого мы можем возвести обе части уравнения в квадрат. Самый легкий путь, да. И потом найти решение. Тогда находим. Возведем обе части в квадрат. Получится у нас 2х плюс 3 плюс удвоение этих двух чисел, то есть 2х в квадрате плюс 5х плюс 3. Плюс что х плюс 1 равен 25. Отсюда находим 2х в квадрате плюс 5х плюс 3. У нас 2х и х составляют 3х. И 3 и 1 также 4, да? Всех их переносим на другую сторону. У нас получится, что 25 минус 4. 21 минус что? 3х. Еще раз возводим в квадрат и получим 2. После того, как мы сейчас возводим в квадрат, у нас квадратный корень исчезает. У нас получится 4 умноженное на 2х в квадрате, то есть 8х в квадрате плюс 4 умноженное на 5, 20х плюс 12 равен. Если возвести эту часть уравнения в квадрат, у нас то есть получится 21 в квадрате 441 минус удвоение 2 умножим на 3 на 21, 126х плюс что? 9х в квадрате. У нас тогда после упрощения получим уравнение такого вида. Х в квадрате, да, 8х квадрат и 9х квадрат. Потом минус 146х, минус 146х. И у нас плюс что? 404,1 минус 12. Плюс 429 равен нулю. Решим это уравнение и находим. Сначала давайте вычислим, то есть дискриминант. И находим, что наш дискриминант равняется 1600. Или же это дает нам целый квадрат, да? 140 в квадрате. Значит, у нас х1 равен чему? 146 минус 140 деленное на 2, то есть 3. А х2 равен 146 плюс 140 деленное на 2. То есть 146, 286, да? Разделим на 2. Разделим на 2 и получим 143. Значит, ответ уравнения 3 и 143. Хорошо, теперь постараемся разобрать другую задачку Олимпиады. Это четвертая задачка Олимпиады. Сравните числа, которые из них самый большой. Это или это 33 в кубе, или же 3 в 33 степени. Как мы можем их сравнить, да? Ребята, тогда давайте сначала упростим это число, да? У нас, то есть, получится 3, вот у нас дает 3 в степени 27, потом 33. Давайте еще раз переведем в таком виде. 3 в кубе умноженное на 11 в кубе. Потом еще раз 3 в степени 33, 3 сам напишем как есть. Теперь давайте сократим всех этих трех чисел
на 3 в кубе. У нас что получится? Здесь 11 в кубе, здесь 3 в 24 степени, а здесь 3 в 30 степени. Теперь напишем 3 в кубе в 8 степени, 11 куб, 3 в кубе 10 степени. У нас получится, то есть 27 в 8 степени, 11 в кубе и 27 в 10 степени. Теперь видно, да, видно, что у нас самое большое число здесь, так как 27 в 10 степени, да, самое большое напишем 27 в 10 степени. И потом второе большое число у нас 27 в 8 степени, а самое маленькое число 11 в 3 степени. Или же мы можем написать 27 в 8 степени меньше 27 в 10 степени и что больше 11 в кубе. То есть 33 в кубе самый маленький, потом на втором месте стоит 3 в 3 степени, потом самое большое у нас 3 в 33 степени. Этим все. Мы разобрали четвертую задачку. Давайте тогда переходим к пятую задачку. Это у нас что? Решите систему уравнений. Решите систему уравнений. Уравнение имеет такой вид. X в кубе плюс 1, y в кубе плюс 1 равен 18, y плюс y равен 5. Ребята, вы можете решить эту систему несколькими методами. Например, вы можете ввести новые переменные, например, x, y обозначить через u и x умноженное на y через v, и потом найти новую систему относительно u и v, потом решить. Но сегодня я вам покажу другое решение данного уравнения. Это таким путем. Давайте тогда сначала раскроем скобки в этом уравнении, в первом уравнении. То есть у нас мы имеем x, y в кубе плюс x куб плюс что? Y куб плюс единица равен 18, да? 18. Или же сразу напишем x в кубе плюс y в кубе плюс xy в кубе равен 17. Теперь постараемся преобразовать второе уравнение. Мы находим, с второго уравнения мы имеем x плюс y равен 5 минус xy. Если возвести обе стороны данного уравнения в куб, то у нас получится такой вид уравнения. Да? X в кубе плюс y в кубе плюс 3xy, x плюс y. Это правая часть уравнения. А левая часть уравнения будет иметь такой вид. 125 минус xy в кубе минус 15xy минус 5 минус xy. Или же вместе, если поставить вместе 3x вместо x плюс y, да, его значение отсюда, то есть у нас
x плюс y равен 5, минус что? Минус xy. Значит, мы имеем, давайте сначала упростим данное выражение, это выражение и находим. Так, 125, а вместо 5 минус x, y мы можем поставить, что x, то есть 125 минус 70, минус 75 x, y, вот их произведение, да, плюс что? 15 x, y в квадрате. И, а также давайте переносим, значит, ну, это все. Один раз напишем x, y в кубе, да, в другом виде. Теперь минус x, y в кубе переносим на другую сторону, а 3x, x плюс y переносим на эту сторону. У нас получится x куб плюс y в кубе плюс x, y в кубе равен чему? 125 минус 75 x, y плюс 15 x, y в квадрате минус вот 3xy, x плюс y. То есть 3xy, x плюс y. А вместо xy, x плюс y мы можем поставить что? 5 минус xy, 5 минус xy, и получить уравнение такого вида. То есть 18xy в квадрате минус 90xy плюс 125. Конечно, это после того, как вы поставите вместо x плюс y, что с второго уравнения это находится. X плюс y равен чему? 5 минус xy. И потом вы будете упростить, да, и находите уравнение такого вида. Значит, а вместо вот этой части уравнения вы можете поставить чему? 17. 17. Значит, мы имеем 18xy в квадрате минус 90xy плюс 125 равен 17. Отсюда находим. Давайте сразу введем новые перемены. x, y обозначим через t и получим 18t в квадрате минус 90t плюс 108 равен 0. Отсюда находим корни данного уравнения, они 3 и 2. Поставим на нашу замену, то есть x, y равен 3, это первое, а второе у нас x, y равен 2. Равен чему? 2. Значит, ребята, берем второе уравнение, да, вот здесь, x, y плюс x плюс y равен 5, то есть x, y плюс x плюс y равен 5. А для второго также x, y плюс x плюс y равен 5. Отсюда находим, что у нас, значит, данное уравнение не имеет решения. Так как вместо x, y, если поставить тройку, потом найти x, y равен 3, x плюс y равен чему? 2. Если использовать метод замены, например, с второго уравнения найти y и поставить на первое уравнение, у нас получится квадратный, на первое вот это уравнение, получится квадратное уравнение такого вида. X квадрат минус 2x плюс 3 равен 0, который не имеет решения.
А второе уравнение у нас будет иметь такой, система уравнений имеет такой вид. X плюс y равен 3. Или же из этой системы мы можем найти x обозначить, или же y обозначить через x и найти квадратное уравнение такого вида. X квадрат минус 3x плюс 2 равен 0, который имеет корни x1 равен 1, x2 равен 2. А отсюда находим y1 у нас 3 минус 1 равен 2, и y2 у нас 3 минус 2 равен 1. Значит, мы нашли ответ. Ответ системы уравнений. Ответ это какой у нас? 1 и 2, 2 и 1. Этим все, ребята. Значит, мы решили все эти 5 задачки, которые были нам заданы на